Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем нашу серию подкастов, посвященную повышению антикоррупционной культуры среди населения города Темиртау. Сегодня мы с вами поговорим про развитие проекта, про антикоррупционную культуру, как ее повысить, может быть, где-то есть какие-то минусы и так далее. Та профилактика, которая сегодня присутствует, она необходима. Она необходима, это как вот, знаете, дозировка лекарства, условно. В втором этапе взросления, 15-16 лет, то в 17, все, что говорят родители, это как будто бы неправда. Алексей Борисович, вот вы являетесь депутатом городского маслихата. Как часто жители обращаются к вам с жалобами, связанными с коррупцией? Но мы должны же понимать, что ТАЗА Казахстан – это такой огромный позыв для каждого гражданина навести порядок около себя. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем нашу серию подкастов, посвященную повышению антикоррупционной культуры среди населения города Темиртау. И сегодня нашим гостем, экспертом является Ломакин Алексей Борисович, председатель Темиртауского городского маслихата. Алексей Борисович, здравствуйте. Добрый день, Абай. Сегодня мы приятно. Сегодня мы с вами поговорим про развитие проекта, про антикоррупционную культуру, как ее повысить, может быть, где-то есть какие-то минусы и так далее. И сразу же, наверное, хотелось бы перейти к вопросу, как вы думаете, что такое вообще в целом антикоррупционная культура? Очень много бытует мнение, что зачем проводить вот эти различные массовые мероприятия антикоррупционные, вроде бы как все и понятно, что и как происходит, но на самом деле это в нашей жизни происходит параллельно, везде, у каждого человека, который сталкивается так или иначе, и особенно это касается и подрастающего поколения, молодежи, которая уже осознанно начинает уже заказывать себе права, ходить в ЦОН, молодые семьи там устраивают ребенка в детский садик. Поэтому та профилактика, которая сегодня присутствует, она необходима. Она необходима, это как вот, знаете, дозировка лекарства, условно. Может быть, это не совсем хорошее сравнение, но все-таки, если ты перестанешь об этом немножко говорить, то болезнь начнет прогрессировать. И поэтому я сторонник, наверное, той теории, что пусть немножко, но это лекарство должно подаваться в общество, потому что мы должны про это говорить, и на самом деле это важная тема. Иногда она видимая, иногда невидимая, но она в любом разе присутствует в нашем обществе. Я понял. Таким образом. Смотрите, вот мы очень много обсуждаем про антикоррупционную культуру на уровне государства, на уровне областей, на уровне региональных управлений, да? И с нашими предыдущими гостями, когда мы обсуждали, была выдвинута теория, что тем больше ты обсуждаешь, если какую-то либо проблему, то она не решается, она наоборот масштабируется. То есть проблему нельзя обсуждать в открытую так наглядно, потому что она этим не решится, она наоборот, это вот американские ученые такую теорию выдвинули. И отсюда вопрос, как вы думаете, стоит ли антикоррупционная культура, вообще в целом про коррупцию говорить открыто, если да, то почему? Я думаю, понимаете, это же такая большая, длинная тема есть, условно, мы же понимаем, что все антикоррупционная политика, это не только условно там касается условно каких-то там чиновников, там, либо там еще чего-то. На самом деле это же касается и любого и частного сектора, и в любом направлении, куда мы идем, так и либо иначе мы все равно всегда можем приравнять ее мы можем ее приравнять к антикоррупционной составляющей. Поэтому я с вами абсолютно согласен. Может быть, действительно в этом тоже есть какая-то доля правды, что мы вот говорим, и оно где-то уже приедается. И поэтому, наверное, может быть, в первом вопросе сказал, что дозировка лекарства должна идти, наверное, аккуратно, но говорить. И, по крайней мере, мы там в студенчестве, там, где бы я тоже не присутствовал, мы должны про это смело. Может быть, это не нужно, там, знаете, там, целыми днями только об этом говорим, да, там у нас целыми днями мы должны говорить про многие вещи, начиная от патриотизма. И я думаю, что определенно тема коррупции и антикоррупционная тема, она все равно составляет часть патриотов нашего Казахстана, нашей страны. Поэтому каждый для себя определяет, на какое направление ему определенно двигаться и в каком направлении жить. Но в любом разе мы же создаем этого человека, особенно молодого человека, который достаточно независимый. Сегодня это новое поколение молодежи, они же сами все знают, все идут. Поэтому в каком-то плане они тоже должны понимать, где у них есть острые углы и куда недопустимо заходить, будем так говорить. То есть дать определенно объем информации, но при этом не переусердствовать. Не переусердствовать, это же, знаете, это же как влияние
молодежи, когда мы перестаем, например, там родителей слушать где-то там, начиная, наверное, в таком уже втором этапе взросления, 15-16 лет, то в 17, когда все, что говорят родители, это как будто бы неправда. Ну, или я сам знаю. Либо я сам знаю, и поэтому, да, ну, родители же всегда, а мы же в своем возрасте, я сегодня оцениваю, да, там, в своем зрелом возрасте, будем так говорить, я оцениваю там себя молодого в прошлом, думаешь, блин, ну все правильно говорили, ты сегодня сам становишься отцом, и такой думаешь, блин, как же вот своему ребенку так донести, чтобы он скажет, да блин, батя, ты опять вчерашний день, ты уже там, мы уже по-другому двигаемся. А на самом деле мы должны находить правильные дозированные слова, чтобы, по крайней мере, обезопасить от вот этих пагубных привычек, действий, которые могут привести к не очень хорошим результатам. Я понял. Смотрите, Алексей Борисович, вы уже на протяжении более 10 лет принимаете активное участие в общественной жизни, да и в повседневной жизни города Темиртау. Как вы думаете, что больше всего мешает формированию антикоррупционной культуры среди населения? Ну, я так скажу, я про эту тему очень много всегда думаю, рассуждаю. Не первый эфир, мы и участвуем в различных круглых столах, и на самом деле же два правила антикоррупционной составляющей, мы с вами тоже про это разговаривали, это условно там не бери и не давай, условно. Да, много существует различных мнений, это же, как я уже до этого говорил, в предыдущем тоже интервью, что реально мы ушли максимум от бытовой коррупции, там, как раньше, там, разведи за права, все, что сегодня проходит через одно окно, через ЦОНы, оно все компьютеризировано и максимально сегодня уменьшено. Я не говорю, что, наверное, оно там полностью 100%, это никто не скажет. Мне кажется, это невозможно. Невозможно, но мы сегодня понимаем, мы же живем веянием людей, через которые мы каждый день с кем общаемся, и это большая проблема, поэтому, вопрос-то постоянно возникает, да ладно, там, ты же там, в Акимате там, тусуешься, там, давай, что-нибудь посмотрим, поэтому, хотя сегодня все компьютеризировано, и поэтому, начиная там от государственных закупок и заканчивая там банальными там получением прав или там сдачи на права, там, есть специализированные ЦОНы, да, с которыми тоже регулярно там случаи возникают, мы тоже видим же, что это есть, но это намного стало меньше. И поэтому сегодня можно уверенно сказать, что от бытовой коррупции мы уже ушли. Это уже неплохо. Бытовая коррупция – это определенно максимально средний класс. Я вот, честно, забыл, какой вопрос задавали. Что больше всего мешает формированию коррупционной культуры? Поэтому, если получается дальше порассуждать, что мешает? Определенно ничего не мешает. На самом деле мы же понимаем, что в основном население живет весь день такая большая тусовка. У каждого своя. Поэтому говорить, что каждый там раз там встал, вот я вот. Это же происходит на каком-то, не могу сказать, что на механическом уровне, да, например, там, грубо говоря, как у нас же еще наши традиции же, там, баке, саке, там, вот эти, как вот мы с вами перед этим разговаривали, там, надо же, это же не коррупция, это, спасибо, спасибо, хорошие отношения, агатай, там, или там, братан, но с этого тоже определенно начинается, поэтому максимально нужно говорить, что да, если тебе условно даже кто-то определенно помог, да просто какие-то вот вещи приходят в общественную приемную, да, партии, даже вот у нас Аманат приходят, там потом, грубо говоря, там юридическая консультация. Ситуаций очень много, там у нас вот в общественной приемной, у меня, например, на приеме всегда от 4 до 7 человек. Реально там 3 вопроса касаемые там юридической сопровождающей. Вот мы даже сейчас заключили меморандум с юридическим организация, которая консультирует. Она проконсультирует, вопрос решился, там зачастую иногда бывают уже у людей денежные вопросы, и вот они там сразу там, братан, спасибо, там, или там, вот, и все идут определенно с какими-то там благодарностями, поэтому, это просто наша работа на самом деле, и мы должны вот это так и воспринимать. Много бытует мнения там касаемо там и детских садиков, и школ, там как цветы там не принести на 1 сентября. Я не могу ответить на этот вопрос, я сам родитель. Очень сложный вопрос. На самом деле та учительница, которая вкладывает своего сына, да, давайте уберем, например, там, грубо говоря, там частный садик возьмем, или, например, частного учителя, да, там, или там репетитор, который с твоим ребенком. Этот репетитор, который становится тебе как мама и папа здесь, там, ты просто
опять говорю слово «просто», говоришь спасибо, да, там, например, там, и частному репетитору ничего же не запрещается, там, да, там, дать дополнительно, предположим, там, финансовые средства. Поэтому здесь вот на эту тему, вот, например, надо, я бы за круглым столом порассуждал бы, например, с участием там учителей, работников детских садов, там, ну, и то это будет сложно, потому что они такие же государственные, по сути, представители государственной власти. Поэтому, если это сегодня недопустимо, если сегодня у нас это написано, что нельзя, значит, это должно быть полностью исключено. Поэтому, ну, здесь другого выбора нету. Как бы мы сложно не отвечали, да, например, там, но если мы ходим в государственное учреждение, условно, то люди получают заработную плату и выполняют свою работу. Поэтому, видите, я в середине сказал, что мне тяжело ответить, а сейчас вот мы же тоже не каждый день разговариваем про эту тематику, а сейчас убежден, если определенно есть правила, но если мы будем эти правила обходить, тогда появляются двойные стандарты. Грубо говоря, если двойные стандарты появились здесь, значит, эти двойные стандарты можно применить где-то еще. И ты такой говоришь, блин, ну это чуть другая ситуация, чуть другое. Наверное, нет. Все-таки я становлюсь во мнении, что если ты представитель государства, в первую очередь, то ты не имеешь права, там, ты должен тогда объяснять, не, ребят, извините, так нельзя. Хотя многие родители, конечно, я вот много дискутировал на эту тоже тематику, поспорят со мной, и условно я в группе где-то такое определенно напишу, но мы же и призваны для того, чтобы разъяснять, поэтому каждое решение принимает сам, однозначно, поэтому в том числе и учитель, поэтому если учитель работает на государственную зарплату, но видите, опять же, я говорю про учителя государственной зарплаты, и возьмем частную какую-то там школу, центр, и мы же сегодня говорим то, что мы, ну, спасибо, учитель, что вы научили моего там ребенка. Там вроде бы так, ну, звучит в частном заведении, вроде звучит классно, и ты там такой говоришь, ну, спасибо, там вроде не считается, по моей теории, да, то, что государство там не платит заработную плату, да, с одной стороны, но с другой стороны, очень много частных сегодня заведений, которые получают дотации, получают госзаказы, да, поэтому как здесь тоже определенно выравнивать? Либо та же учительница, которая учит, там, ну, условно, там, 9 класс, 7, и там, блин, ну, не ставит она 5. А я хочу, чтобы красный диплом был у моего ребенка. Я хочу выйти, найти выхода на этого учителя, да, там, например, коррупционная это составляющая. В каком-то плане, да. Сегодня это в школе, а завтра это будет происходить в университете. А послезавтра это будет происходить в большой жизни. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я вообще скажу, что, блин, правила, значит, распространяются везде, где есть государственное участие. Там, мы даже до частной школы, до частных садиков, блин, недопустимо, нельзя. А если вот здесь, если здесь можно, то ты говоришь, ну это чуть другая ситуация, я еще раз повторюсь, ну какая ситуация? Все ситуации определенно одинаковые. Поэтому если мы говорим про вот эти шаги, которые мы должны предпринимать, то каждый для себя должен решить, что есть правила, установленные государствами, они должны выполняться. И самое интересное, это родилось вот именно вот сейчас вот на нашем разговоре, что, блин, ну как вот, опять двойные стандарты, как бы мы к этой теме образования либо детских садов не подошли, просто на маленьком примере, мы везде упремся в двойные стандарты. Почему? Здесь можно, а там определенно нельзя там. Поэтому я считаю, что не знаю, как это оценивать, но в любом разе там, ты же пришел, ты же заплатил даже в частной школе деньги за то, что твоего ребенка обучили. И ты хочешь получить качественное образование. Так и должно быть. Тем более сегодня, что в садиках, что в школах, сегодня учителя получают хорошую зарплату. Мы к этому долго шли. Сегодня учитель физкультуры получает там от 250 до 400 тысяч, если он ведет там классное руководство, проверяет тетради. Блин, это круто. Мы, как родители, хотим, чтобы наши дети получали качественное образование. Поэтому, как вот Щербаков там в одном юмористическом выступлении сказал же, юморист, учат в школе, учат в школе. Да, зачастую очень часто слышится, и это также на встречах очень часто с населением слышишь, почему в некоторых там условно там учебных заведениях там говорят, что ну отстаешь, значит нужно тебе заказать репетитора. Мы же стремимся к качеству образования, поэтому мы хотим, чтобы за эту заработную плату преподаватели качественно давали знания, что в школе, что в университете. Поэтому я думаю, что вопрос мы сами с собой вот так вот убрали, что если нет, значит нет. А если мы будем находить, как есть такое выражение молодежное, да, форточку искать, то, ну конечно, блин, тогда.
Или, как говорится, применять общепринятую практику. Да? Да, практику нашей жизни, да, это же, да ничего такого, это же курындык, да, там, как вот мы говорили, или там, что там, Финчи. суньши, да, блин. Поэтому, ну, вот как-то вот так, я думаю. Вот вы являетесь депутатом городского маслихата. Как часто жители обращаются к вам с жалобами, связанными с коррупцией? Знаете, ни разу не было. За лет 10 ни разу не было? Ни разу не было. Вы мне сейчас задали вопрос, я даже условно не могу сказать, что кто-то пришел, говорит, вот там с нас. Я думаю, что достаточно сейчас телефонов доверия, достаточно сейчас цифровой коммуникации, где люди, наверное, напрямую и обращаются. Поэтому в общественные приемные точно не приходили. У нас хит вопросов – это про дворы, это детские площадки, это мусор, это помощь там каких-то там в жилищных вопросах, тема коррупции. Вот, если по мне брать срез, нет. И вот у моих коллег я тоже не слышал, что кто-то пришел и говорил, там, блин, вот там вот кто-то что-то мне, а я хотел вам пожаловаться. Поэтому, ну, в любом разе, мне следовало бы сразу направить человека там, по тому же телефону, где в каждой приемной висит. Но при этом ни разу не направляли, потому что ни разу не обращались. Ни разу не обращались. Такого определенно не было, поэтому, наверное, такая практика, может быть, у кого-то и была, но у нас не было. Хорошо. Тогда другой вопрос. Вот в вашей депутатской деятельности какие действия вы предпринимаете как председатель для повышения открытости в своей работе? Ну, инструментов очень на самом деле много. Есть даже сегодня теория же всегда существует в менеджменте, там 55 точек соприкосновения. Там, если хочешь, чтобы у тебя получалось, ты должен там то же самое касается и своих избирателей, что я на примере там своего округа могу сказать, что это сходы. Каждую субботу практически у нас в разных районах моего округа проходят сходы с жителями, встречи с жителями. Они носят характер условно там от 7 человек там, потому что меньше так вот не приходило, от 7 до, знаете, до 50 человек иногда собирается, смотря от сложности вопроса. И при том, при всем, что у нас традиционно в субботу я с собой приглашаю, по мере поступления вопросов до субботы, я с собой регулярно приглашаю руководителей государственных органов. Поэтому это прямое общение, это самая крутая коммуникация. У нас, например, вот у меня округ по городу Темиртау, это правый берег, старый город, улица Сарарка, 125-й квартал. Ну, еще есть отдаленные районы, лесхоз. Сейчас. Лесхоз. У нас в каждом районе практически есть WhatsApp-группа. Поэтому есть у нас городские чаты, но городские чаты это чуть-чуть сложно, и поэтому я здесь стараюсь держать жестче позицию. То, что у нас 17 депутатов, у каждого из депутатов есть свои округи. Да, у меня есть служебные обязанности как председателя, но не надо смешивать условно там работу председателя и обязанности, которые должен выполнять как депутат, от которого округа меня избрали мои избиратели. Поэтому очень часто обращаются люди абсолютно там со всего города, моих коллег, но я перенаправляю коллегам. Либо если, например, запрос приходит в маслихат, естественно, либо электронно, либо там наручно, то, естественно, мы отправляем от имени этого депутата запрос. Поэтому тоже такая и этика, и дисциплина среди депутатов. Там, ну, поэтому коммуникация WhatsApp, коммуникация Instagram. Я вот в день, мы командой ведем, я ежедневно от 2 до 3 постов стараюсь делать. Редко, когда там один, касаемо отчета моей работы за каждый день. По сути, где появились, где этот. И поэтому я жителям всегда говорю, пожалуйста, обращайтесь. В директе тоже очень много, но в директе я всегда предупреждаю, что в директе я могу отвечать там, от 2 до 3 дней. Там, каждый день я там в директе не нахожусь. Поэтому, если у кого-то есть сложные вопросы, там, ну, на самом деле, что касается у нас там в одной группе 700 подписчиков, в другой группе 400 подписчиков, ну, мой даже личный телефон, он для всех доступен, ничего страшного в этом определенного нету. Поэтому коммуникации у нас еще могут присутствовать. Ну, что еще из 50 точек? Мы и практиковали в каждой школе, развешивали плакаты, например, это ваш депутат. Обращайтесь к своему депутату. Там, поэтому какие-то вот эти вещи с коммуникациями. Постоянно у нас эфиры на телевидении, постоянно эфиры на радио, чтобы популяризировать, что есть определенный такой депутат. Но есть же другая сторона.
очень много зависит от самого депутата, насколько он хочет быть открытым. Не от того, что он плохо работает на округ или неплохо, просто, ну, при том, при всем, что я как председатель, ни один депутат же мне не подчиняется. Моя задача только как председателя организовать работу депутатского корпуса. Это постоянные комиссии, это сессии, это дни депутатов. Но беседы, как вот, или передача опыта там новым депутатам, естественно, мы проводим, потому что депутат должен быть открытым. Он должен, хочет не хочет, если он встал на путь общественности, то он должен понимать, что Инстаграм у него должен быть. Он должен его вести. Да, у нас есть общий Инстаграм Маслихата, но общий Инстаграм Маслихата, он же захватывает абсолютно и объединяет всех депутатов, поэтому у кого-то есть своя личная тематика, есть своя предвыборная программа. Естественно, депутат городского Маслихата должен в первую очередь придерживаться своей предвыборной программы, именно своего округа. Естественно, он должен придерживаться, если он партийная принадлежность, он должен придерживаться политики партии. Поэтому, естественно, он должен проводить приемы жителей. Это очень важно, потому что на каждый прием. И мы сейчас стали практиковать выездные общественные приемные, которые заранее там зимой, летом мы оформляем автобус и в разные уголки города Темиртау выезжаем на автобусе с той же юридической командой. Очень сильно работает. Ну и плюс мы сейчас добавили общественное приемное во дворе. Приходим во двор, прям на лавочку садишься. До этого объявления по подъездам и объявления везде делаешь. Блин, тоже хорошо работает. И тебе во дворе все расскажут. Даже те, кто твое объявление не видел, там, ты же сидишь, там, вот там общаются жители, там, в основном же общаются старожилы, они всегда на улице, они всегда между собой общаются, и много информации тебе передают. Поэтому таких коммуникаций, на самом деле, мы всегда стараемся еще больше и больше искать. Вопрос вот теперь касательно деятельности депутатов, да, вот. Есть ли какая-либо форма отчетности в свободном доступе? В бумажном формате, может быть, выступления где-то какие-то, не скажем так, отдельные посты отдельных проблем, а именно вот квартальный отчет, годовой отчет, месячный отчет и так далее. Обязательно депутат городского маслихата должен публиковать раз в год отчет о своей депутатской деятельности. Но вот, например, у нашей команды, там, да, вот, которая вот мне помогает всегда, у нас очень большая предвыборная программа, касаемо и города, касаемо и своего округа. Но по округу мы когда шли, мы до конца на самом деле не знали глубину вопросов. А на тот момент предвыборный, когда 2 года назад мы баллотировались, для меня это, вот, например, для меня новый округ, который я вам перечислял выше, он формируется в первые полгода. В принципе, в депутатской программе у меня и прописано формирование программы действий с жителями. Потому что депутат без жителей или без актива, он ничего не сможет сделать, абсолютно ничего. И поэтому коммуникация и отчет, например, как я вам сейчас сказал, да, там и у меня, я стараюсь ежедневно отчитываться, прямо по деятельности. Там, ложат канализацию, все, мы смотрим, да, например, там, или, например, сейчас вот на правом берегу у нас там практически очень много работ делается. Сегодня мы там привели. Задача-то депутата, Абай, знаете, в чем вообще на самом деле? Я вот сколько времени прошел, заключается. Нет, если я представляю свой округ, я же не госорган, я депутат. Я либо условно там меня считают, либо я умничаю, либо я что-то определенно стараюсь реально делать. Задача депутата любого уровня притащить на свой округ деньги. Пусть это звучит, наверное, чуть-чуть жестко, но он должен притаскивать деньги, он должен вникать в суть проблемы. Если нужно ПСД, должен добиваться проектно-сметной документации, пройти определенный путь. Поэтому, если депутат не приносит деньги, ну, все сводится же к этому, там, например, нет детской площадки. А мы понимаем, что для этой детской площадки, опять же, нужен там проект, там, еще и так далее. Ты должен там очень много времени посвятить многим вопросам перед тем, как что получилось. И все равно ты же это делаешь для чего? Для того, чтобы на депутатской комиссии сказать, все уже, например, у ЖКХ или отдел строительства, я говорю, а вот ПСД есть, ПСД готово. Ведь на ПСД тоже нужно деньги закладывать. И, грубо говоря, тебе могут там 10 раз ответить, блин, ну это не время, это не туда. Поэтому эффективность депутата в том числе и перед людьми, это выполнение предвыборных, как популярно, не нравится немножко это выражение, предвыборных обещаний. Как можно определенно обещать это сделать? Поэтому должна быть реальная предвыборная программа с реальным пониманием депутата за 5 лет, что должно осуществиться и что должно быть сделано. Поэтому я применяю и
в лице нашей команды мы применяем ежедневные отчеты. При том, при всем, что я начинаю отчет, например, в прошлом году я начал отчитываться с августа месяца. Живой звук, живой эфир. Вот этот вопрос, там, например, касаемо там, садика по инклюзии. Что было сделано? Какой вопрос? Потому что некоторые вопросы очень длинные. Например, вот в силу того небольшого, наверное, еще опыта, да, у меня там, или наоборот уже большого, там, ну, грубо говоря, вот, например, вопрос по детско-дворовым клубам, про официальный статус детского дворового клуба в городе Темиртау. Я начал заниматься этим вопросом в 2007 году. И официальный статус, реально официальный статус детско-клубы по интересам, ну, юридический статус появился в 2022 году только. 15 лет спустя. Кучу. Мы проиграли 78 судов. Разные привлечения внебюджетных средств. Ну, в 2007 году это было, видите, после, наверное, второго такого шага становления страны. У нас были квартиры, там около 120 квартир. И везде там пустая квартира. Да, заходите, делайте дворовый клуб. Там, да, заходите. Я, грубо говоря, там депутатом первый раз стал в 2003 году. И вот первый созыв, там мы вот это все развивали. Там был Едгин Куаныш Еламанович, такой аксакал. И он там все, там, меня тоже к себе для опыта сделал. А потом начали появляться хозяева. Мы начали привлекать внебюджетные средства. И мы первую пятикомнатную квартиру с ремонтом потеряли. Ну, что, человек приходит с документами. И начались суды. На нас массово начали подавать в суд. Не на нас, а в ЖКХ, чтобы квартиру вернули. И мы потеряли из 98 квартир, сегодня официально зарегистрированных 13 квартир. И последний суд у нас был в 2022 году, когда КСК подала на УЖКХ. У нас было 4 детских дворовых клуба, которые мы делили с КСК, по-честному. Удобно, на самом деле, когда в клубе находится какая-то взрослая организация, тоже это удобно. Например, мы людям не мешаем, это же коллаборация внутри двора, это круто. Но КСК решила, что, а зачем нам здесь дворовый клуб? Там уже мы должны были с капитальным ремонтом заходить, они говорят, не надо нам капитального ремонта. И подали в суд, дошли до Верховного суда. Поэтому это тоже огромнейший опыт, и поэтому вот про то, что я вопросы говорил, да, я уже сейчас думаю, что какие вопросы мы продвинулись, потому что я буду... И вот прошло 2 года, я сегодня вот готовлю, уже мы 1,5 месяца готовим отчет именно по депутатской деятельности, полный отчет своего округа. Там вопросов очень много, там, ну, грубо говоря, и хочется же их подать максимально доступно, максимально понятно, прозрачно. И чтобы это определенное масштабирование тоже этого было, чтобы до каждого жителя там, из 10 тысяч избирателей этот вопрос дошел. Поэтому и я коллег тоже также призываю. При том, при всем, что я не могу, там у каждого свой стиль работы. Знаете, кто-то действительно есть, там много не говорит, но делает очень много. Но я считаю, что сегодня, коль мы работаем в таком общественном пространстве, а я могу сравнить там, условно, там, года до пандемии, где интернета практически не было, там не было таких нападков, и у меня до пандемии даже, по-моему, в пандемию только Инстаграм-то завел, потому что, вроде он так давно уже был, вроде бы нет, а потом мы поняли, что, это очень важная коммуникация. Поэтому отчитываться очень важно, и жители, сегодня есть все инструменты, там, избавиться, или как, грубое слово избавиться, отказаться от депутата, которого избирали. Да, есть там сложности в этом механизме, но в любом разе, если депутат определенно не работает, то люди должны ставить вопрос, а зачем? Или сам депутат, а зачем я шел? Потому что зачастую некоторые идут неосознанно. Ну, это круто, там, значок, там, Статус депутата. значок, галстук, там, все, вот это, да, статус. Но потом же приходится отчитываться. Это быстро сразу. Ты в пятницу можешь быть общественником, в воскресенье тебя избрали, ты такой, вау, классно, выпил праздничного чая, и в понедельник ты уже стал депутатом. Все, ты не общественник, с тебя уже спрос другой. И ты уже сразу, ты в пятницу еще не зажравшийся был, а в понедельник уже половина людей тебе говорит, да ты зажравшийся парень, он же депутат, там, это, знаете, и здесь же много заблуждений у жителей, что депутат, это, знаешь, какой-то там, поднебесный человек, который, очень часто же мы с этим сталкиваемся. Ну и самое главное, депутатская деятельность, она полностью происходит на безвозмездной основе. Да, все касается городского маслихата, областного маслихата, только председатели получают заработную плату. Я как председатель заработную плату получаю. И поэтому зачастую многие говорят, а я сегодня уверен еще, знаете, у меня такая еще вторая вот уверенная такая позиция, что ты должен быть готов, что 60% твоей деятельности – это благотворительность. Ты не должен, ты не можешь сам, хотя очень много ребят, сегодня меньше намного, но вот, например, до пандемии у нас практически 80% осознанно шли крупные бизнесмены.
Я сегодня понимаю, что время не прошло, это очень важно, потому что зачастую каждое второе обращение, оно касается благотворительности. И благотворительности, необходимой благотворительности. Мы там разные фонды пробовали создавать, там, выяснять, там, ну, грубо говоря, там, по одному лечению только людей, детей, там, ну, куча обращений. Поэтому даже ты идешь не бизнесмен, ты должен понимать, что ты должен идти с коммуникациями. Ну, условно, даже привести на свой округ там песка, вариант А что я должен там этим заниматься? Можно просто уйти от этого вопроса и сказать, да, пункт КСК привозит, все должно делать КСК. Там. Или, например, свежий пример, пользуясь эфиром, вот сегодня у нас идет акция в Казахстане, это за Казахстан. Акция, которую объявил глава государства. Мы же по-разному можем относиться. У нас очень много посланий главы государства. Но мы же должны это, в первую очередь, депутаты в том числе, доносить до каждого человека важность. Таза Казахстан все. Вот вы же тоже, наверное, слышали, да? Там, Таза Казахстан, Таза Казахстан. Но мы должны же понимать, что Таза Казахстан – это такой огромный позыв для каждого гражданина. Навести порядок около себя. И мы сегодня, у нас работает большая программа там Жасыл-Ель. Ребята, например, в городе Темиртау, мы полностью работаем на траве, на мусоре, да, там прям так мощное очищение идет. И тут же у нас есть участки, например, особенно это видно в частном секторе, у вас тоже, вот если обратите внимание, сейчас придем к домам, может быть, мы уже ушли от той темы, но коль уж мы начали про депутатство говорить там, мы убираем сейчас красные линии, у нас проспект Мира, Сарыарка, Абая и правый берег, все по кругу. Как в частный сектор заезжаешь, это бак, который вывозят, зачастую это ржавые баки, и непокошенная трава. Каждый человек о своей санитарной зоне должен задумываться. И я уверен, что участковые постоянно про это говорят. И, мы раз говорим, там предупредили, но извините, у нас 4 месяца в году. 4 месяца в году, где мы хотим жить в красивом городе. И до каждого там второго ты не достучишься. И сегодня там у нас там некоторые там активисты города Темиртау говорят, а зачем вы убираете около этих домов? Там, ладно, убирайте у бабушек, убирайте там у особых людей. Я говорю, подожди, а почему вы убираете красные линии? Потому что по красным линиям мы все с вами гуляем, мы ездим. Когда чисто, красиво, ничего не сорвал, красиво все подстрижено, в едином стиле покрашены баки, например, правый берег синими покрашен, сейчас мы идем по Мира зелеными. Вот буквально вчера у нас есть группа активистов, они там начали да нет, не надо, это кондоминиум, там условно пусть они сами выходят. Я говорю, да мы пока будем ждать, мы-то взрослеем все, мы сегодня живем, наши дети, и мы не должны опираться, да, пусть УВД выполняет свою работу, нет вопросов, приносит постановление. И мы же понимаем, что в каждой семье там есть свои определенные традиции. Я не могу сказать, что никто не выходит, не косит и не убирает. Но мы должны этот опыт масштабировать, что каждый должен понимать. Мы внутрь не заходим, наоборот. Мы едем по тем линиям красным, да, а там уже пусть работает и участковый и так далее. То же самое касается и дворов же. Мы иной раз заходим в двор, классно. Или, например, там в Алмату съездим, а вы видели в Алмате какие дворы? А вы видели там? А вы видели здесь? А что мы, У нас в городе Темиртау 180 тысяч человек живет, Ну что, там, ладно, 120 тысяч на выборы ходят. 120 тысяч человек ходят на выборы. Это те люди, которые уже так или иначе, они в возрасте, которые могут уже принимать участие там в благоустройстве и так далее города. Понятно, что есть подрядчики, есть очень много моментов. Но если у нас не появится традиция, как вот Лисаковский, мы же долго к этому, и дворовые клубы там по Казахстану опыт берем, Лисаковск приезжаем, там полгорода даже мусорок нету. Ты должен в 9 часов выйти с пакетом, приезжает машина, ты ложишь, машина ушла. Через 20 минут вторая приедет. Но если ты оставил мусор, везде все видеокамеры, чистейшие дворы. Один из акимов в Лисаковске пришел и решил эту систему, что за бред, давайте уберем. Все, актив жителей встал, говорит, нет, не надо наши традиции. Мы живем в этом 20 лет. И у нас все получается, все круто и чисто. Поэтому с АКМСами Темиртау ездили, было года 3-4 назад, но меня это поразило, это круто. На самом деле, когда люди вот так вот объединяются и делают хорошие вещи, то это классно. И поэтому, мы же про отчет говорили, да? Поэтому депутат должен отчитываться, если он пришел в эту стезию, и на самом деле вот сейчас общественный совет тоже есть, это другая такая тематика, да, там я тоже сильно погружен, так как выборы все идут через маслихаты, по организации выборов, но в том числе такие же общественники. Грубо говоря, даже любой общественник, пусть не депутат, да, у нас узаконенных 2 института, это общественный совет и это городской маслихат, узаконенные.
Но если там организовались там общественное объединение, условно, там, что они вот ходят, контролируют, там, общественники, тоже должны отчитываться. Почему? Опять же, мы утыкаемся на двойные стандарты. Одни должны отчитываться, другие только ходят, фотографируют там, да, и полоскают. Вот это правильно, это неправильно. В этой акции участвует молодежь, волонтеры. Да, мы организовали, там, депутатами организовали краску, за внебюджетные средства, инвентарь организовали. Вывоз мусора там уже у ЖКХ нам помогает с этим. Поэтому, ну, как-то вот так вот. Может быть, мы в другую тематику ушли, но эта тематика тоже весьма пересекается. Да, вот. И запросы на странице Инстаграма, они вот год прошел, вот, например, у нас каждый депутат опубликовал. Хорошо. Тогда еще один вопрос. В случае, если к вам обратятся с жалобой по антикоррупционному направлению, имеете ли вы полномочия инициировать проверки? Ну, смотрите, получается, проверки мы инициировать не можем. Это точно мы их не можем инициировать. Ну, сейчас я вам расскажу. У нас полномочия очень огромные на самом деле. Но если, например, там, вы пришли ко мне, ну, давайте обыграем какую-то ситуацию. Ну, например, вот вы пришли, ну, грубо, давайте придумаем, что вы пришли, грубо говоря, с каким вопросом касаемо антикоррупционной. Требуют взятку, неважно откуда-то. Ну, в общем, просто требуют взятку. Я вам говорю, давайте. Ну, грубо говоря, я пришел в ЖКХ, принес заявление, житель принес заявление там, по детской площадке. Мы же понимаем, у нас, вот, например, в Тимиртау около 600 дворов. Мы не выделяем столько денег. Там, и, грубо говоря, мы теоретически понимаем, что кто-то свой двор увидит там, через несколько поколений новый. Но при том, при всем, что мы там ищем различные механизмы, чтобы это быстрее реализовать. И выходит, предположим, там, специалист. Подождите, выходит за дверь. Но если вы там жителями сможетесь, я могу пролоббировать. У меня есть связи через депутатов, там, через, там, условно, там, руководителей и так далее. Ну, предположим, было. А сколько я нужен? Ну, смотрите, площадка в среднем стоит 15 миллионов. Если вы жителями там миллионов сложитесь. Ну, я просто, мы же обыгрываем как бы этот. И он приходит, вот, представляете, я сейчас пришел в ЖКХ, с меня требуют там миллион. Я, естественно, я в первую очередь должен инициировать проверку, я не имею права, для этого есть целая служба. И поэтому я в первую очередь должен, те телефоны, которые у нас и в приемной висят, я должен сразу сказать человеку, что вот вы должны обратиться вот по этому телефону в антикоррупционную службу. Однозначно. И должен буду сам отправить запрос, потому что он же придет, я говорю, вот пишите официальный запрос, он напишет, и я эту бумагу сразу отправляю также в антикоррупционную службу. Таких случаев не было, но вы же меня спросили, что бы я сделал, оно было бы определенно так. Но при том, при всем, что не касаемо коррупционной тематики, мы, каждый маслихат ежемесячно имеет право, у нас есть ревизионная комиссия областная. Раньше, до 2012 года, эти ревизионные комиссии были при маслихате. Поэтому каждый государственный орган по той либо иной программе мы можем проверять. Поэтому многие говорят, что вот у депутатов нет полномочий, да блин, кучу полномочий. Просто нужно понимать, когда ты идешь, нужно читать законы и быть тоже компетентным в своих вопросах. Я понял. Хорошо. Теперь касательно, вернемся к антикоррупционной культуре на уровне государства. Да? Какие слабые места вы видите в действующих антикоррупционных механизмах? И как бы вы их улучшили? Ну, знаете, мне вот точно на эту, вот именно вот в эту сторону там, государственных, там, я считаю, что сегодня очень много сделано, и большая работа проделана антикоррупционной службой, и однозначно, что касается информированности людей, мы куда определенно не пойдем, то везде там, сейчас у них много же проектов, у них и волонтеры антикора, и людей, которые погружены и погружают, и масштабируют эту тему, очень-очень много. Поэтому говорить про эффективность, эффективно, неэффективно, но здесь же нужно брать там мировые различные опыты, да, а это уже чуть-чуть, наверное, другая история, и поэтому, смотря какого эффекта определенно мы хотим добиться, я, например, в начале эфира нашего сказал, что я считаю, что от бытовой коррупции мы ушли. Это тоже круто, когда это было массово, там, права можно было сделать, там, выучиться на права. Сколько у нас вот в свое время получили права, которые даже не ходили в школу? Ну, там различные суммы фиксировались. От 100 тысяч Сумма, да, я даже не про сумму говорю, ну, грубо говоря, из 100 прав, количество, там, 60 прав давалось, там, просто, там, давай я не буду на вождение ходить, давай я не буду права сдавать. Поэтому мы же реально сегодня, как уже долгое время, мы от этого определенного ушли. Поэтому, да, сегодня время идет, мы подошли к каким-то новым различным ситуациям. И я считаю, что касается вот это бытовой коррупции, вот и профилактика должна быть, и она должна продолжаться.
Поэтому я не могу определенно сегодня точно вам дать оценку, там, эффективно, либо там... Я считаю, что, например, там очень много было всего сделано и придумано. Придумано слово беру для того, чтобы... Потому что на самом деле это тоже так же, такие же люди сидят, проводят мозговой штурм. А как же донести до населения, что это вопрос очень важен? Может быть, у детей, там, я вот тоже на одном круглом столе был, там, через игры какие-то, через тематические какие-то передачи. Ну, блин, я говорю, 55 точек соприкосновения против коррупции. Я думаю, что в любом разе нам и показывает антикоррупционная система, да, что как достучаться до каждого человека. Поэтому вопрос опять забыл свой чуть-чуть, ушел в сторону. Какие есть недостатки? Поэтому, да, вот, ну, я имею в виду, что по недостаткам я, наоборот, могу только сравнить, что, вот, например, там очень много было сделано за последние 5 лет, это точно. Хорошо. Много сказано, много придумано. Теперь вопрос. Что бы вы еще предложили бы ввести? Какие у вас есть рекомендации по улучшению антикоррупционной культуры и так далее? Ну, у нас очень часто же, мы же ходим вокруг да около до этого вопроса, да, например, в многих странах там смертная казнь, да, там, им вот и прошлое интервью, вот в прошлом году мы такое давали на эту тему, тоже рассуждали, но здесь тоже надо, здесь нужно тоже разные же опыты во всем мире, различные опыты, здесь многого касается, и поэтому, что касается, например, смертной казни, то здесь вообще надо аккуратно подходить и использовать конкретно мировой опыт, условно там. Ну, можно сказать, да, вот Америка очень развитая страна, но при этом там тюремное заключение, но есть и Китай, есть Сингапур, это... Когда все говорят, казнь, вот например. Китай там каждый месяц расстреливают, но при том, при всем, что мы же это слышим каждый год. Меньше преступлений не становится. Я вот тоже Китай, Сингапур, вот мы все это видим там. И сколько случаев таких, что, например, там время проходит, да, там тебе говорят, блин, ну в реале он был не виноват, блин. Или это вносило больше Либо борьбу кланового характера, но не борьбы с коррупцией. кланового характера, что там раз там завалили десятку там приближенных всех и так далее. Поэтому эта тема тоже интересная для круглого стола, и мне бы интересно какое-нибудь ток-шоу там порассуждать, там хотя она очень сложная. Хотя пару месяцев назад там как раз-таки казнили пару миллиардеров. Да, ну и при том, при всем, что и тут же параллельно где-то там в источнике же все же доступно, Инстаграм и все, только начинаешь про эту тематику, она тебе предлагает там, блин, вот оказывается, вот тот там был, не был там, сейчас вот они принесли извинения перед семьей там. Ну, понимаете, какая грань, да, огромная, при том, при всем, что у них подход, очень тонкая линия. У них подход такой, то, что общественный порядок выше чьей-либо жизни. Да, там, возможно, будет какая-то небольшая часть невиновных, которые потом мы попросим прощения, но вот эта часть, она будет по-любому виновна, и при этом общий порядок будет сохраняться. Давайте я вам пример скажу. Вот сегодня у нас проблема в городе Темиртау, по Темиртау говорим. Говорим же сегодня максимально про Темиртау. Сегодня за какие-то там десятилетия, наверное, у нас сегодня в городе Темиртау появились новые трамваи, новые пути. Трамвай как метро, все красиво. Появилось около 100 новых автобусов. Реально, как вот мы всегда ездили в Караганду, говорю, вот у нас бы такие большие автобусы. Все, у нас сегодня оранжевые автобусы. Я был в Актюбинске, у меня такое сравнение. Вот Темиртау, это маленький Актюбинск. До Алматы, конечно, еще не дотягиваем, но была внедрена программа ОНАЙ. Вот давайте, пересекается ли в действии водителя, который берет наличку, и люди не пользуются карточкой ОНАЙ. Мы знаете, как тяжело от этой системы отходили? В автопарке водители бастовали, уходили. Мы можем это говорить, что это коррупция? Я думаю, что смело определенно на уровне предприятия можем, потому что как? Давайте вот как мы... Ну, как минимум мотив прослеживается. Мотив есть. Предприятие говорит, блин, мы убыточные, дайте нам больше дотаций. Подождите, ну-ка давайте высчитаем. А высчитать тяжело. Сегодня вот мы уже год в ОНАЙ работаем, и сегодня уже можем какие-то итоги подводить. А итоги, цифры сегодня показывают очень такие тяжелые для предприятия в том числе. Мы же понимаем, что там, да, там частник. Ну зачем ты пошел в этот бизнес, если ты этот бизнес не можешь делать? Сегодня мы столкнулись с тем, что люди не оплачивают карты ОНАЙ. Мы берем сейчас опыт Караганды, но Караганда уже давно ходит с картой ОНАЙ или Астаны. Они там 2-3 года тоже... Контролеры, там, своя система, там, контролер каждый автобус не посадишь. И мы сегодня видим по карте ОНАЙ, что, грубо говоря, такое ощущение, что полгорода вообще не ездит. Либо там
Мы сегодня датируем с сентября месяца, прошлого сентября, да, там было очень много обращений, и это правильное обращение, что дети должны ездить бесплатно. Все окей, мы посчитали, цена вопроса 160 миллионов тенге, там уже ЖКХ дали расчеты нам. Мы говорим, классно, как будем фиксировать? Они говорят, у нас есть ОНАЙ. Каждый ребенок, даже если он едет бесплатно, он должен прикладывать. Я свои обращения, коллеги мои обращения, там, мы проводили огромную работу со школьниками. Но мы сегодня видим по факту, вот год закончился, хотя вот первый год он не считается там определенно официальным, но он много очень ответов дает. Дети практически, такое ощущение, что 20% детей ездят в автобусах. Грубо, мы сейчас будем рассматривать следующий бюджет, теоретически. Ну, этот год мы еще у нас как пилотный будем его называть, но на следующий год. Если мы не научим детей, людей, люди дают ущерб предприятию, я считаю, что предприятие тоже не должно вставать в стороне там, и говорить, вот там должна такая быть, и мы с ними тоже встречались, что ну, хочешь не хочешь, ты должен там максимально много контролеров, других вариантов нету. При том, что контролер же он только выявил, а, грубо говоря, любой УВД не подъедет, там, машина едет, там, теоретически это тоже был вопрос поднять. Вот я был там, мы смотрели опыт Белоруссии. Мы приехали там, все, контролер выявил нарушителя, тут же сообщают в УВД, там, ну, видимо, своя связь. Ближайший экипаж останавливается, тебя высаживают. Ты на месте прям платишь штраф, тебе дают чек, все, езжай дальше. Просишь штраф, покупай билеты, и неважно, там, ты приехал, там, ты, ну, смотри правила, там. А это проблема. И это все такая тематика такая интересная. Но она, видите, влияет. Мы сегодня дотации в городе Темиртау даем. Приблизились уже, ушли за 1,5 миллиарда тенге. В Караганде, я думаю, эти цифры намного больше. Датируем, чтобы не поднимать цену, чтобы транспортники обновляли свои транспортные средства. Это тоже такая большая тематика. Но если люди не будут определенно платить, я сейчас к чему говорил, почему про автобусы затронул. Мы все там смеялись и где-то вот так тоже наткнулись в Инстаграме, там, что после войны в Москве запустили транспорт. Первый транспорт, там решили, там какое-то время бесплатно возили, потом говорят, надо платно. Должно быть все равно, рентабельность какая-то должна быть. И Сталину докладывают, сейчас популярно там вспоминать там, людей прошлого, да, там руководителей. Сталину докладывают. Шутка, не шутка, Сталину докладывают. Иосиф Виссарионович, люди не платят за проезд, Ну и говорят там, 2 автобуса, говорит, кто не заплатил, расстреляли, Быстро до всех определенно дошло. Это вот на тот вопрос, что вы говорите, там, общество определенно. Ну, мы же шутим-то шутим, но, видите, иной раз, я даже вам много сегодня примеров приводил, там, около своего участка, там, покрась забор, убери траву, покрась бак. А от общества мы видим, какое, говорит. Вы губы красите? Ну, красные линии, это же губы. Ну, я же говорю, ребят, я на своем даже округе вот так. Ребята, это же ваши губы. Я временный человек в жизни вашего округа, потому что я пришел на этот период, да, там, и я осознанно, там, пойду я с вами дальше в плавание, не пойду, это уже, время покажет, и мне самому решать. Но, извините, это ваши губы должны красить, и эти губы находятся и внутри микрорайона, там, и так далее, и так далее. Поэтому здесь я говорю, то, что мы с вами вопрос начали рассуждать про смертную казнь, я думаю, что здесь каждый из нас, да, там, 500 раз определенно должен взвесить, насколько это эффективно. Да, там, если, грубо говоря, там, тогда же говорили, ладно, мы там 2 автобуса там расстреляли, но зато вся страна ездит с проездными билетами. Поэтому здесь, видите, такое... Я понял, хорошо. Такая вот мысль, которая тоже будем считать незаконченная. Тогда вопрос по-другому. А как мотивировать жителей... Оплачивать за проезд, да? Не совсем. Жителей, госслужащих, предпринимателей, всех категорий жить, мотивировать к честной работе даже, вот так вот. Что касается, мы же сейчас вот очень часто применяем опыт той же Грузии, например, там же смогли же искоренить коррупцию полностью в правоохранительной сфере. И вообще, в принципе, кто приезжает, все говорят, как они это сделали, да? Сделали жестко, повысили зарплаты, ввели какое-то новое поколение вот этих там людей. И те же госслужащие, все, кто работает на государство, должны получать достаточно там хорошую зарплату. Но опять же, мы же даже начнем рассуждать. Вот получаем зарплату, они продолжают. Но если они это продолжают делать, то в каком-то плане, как минимум, если
Пусть это звучит жестоко, почему, например, мы сейчас наткнемся на то, что мою мысль, что почему должны дети отвечать за поступки родителей. Вот тоже нужно понять, правильно ли это делать, условно, да? Условно, там работает специалистом, предположим, в акимате. Его поймали на коррупции, да, там. И мы же во многих странах тоже видим, что там 2 поколения не имеют права вообще идти на госслужбу работать. Да, расплачиваются за поступки, которые сделал их там дед, там, прадед и так далее. Вот как вы думаете об этом, правильно или неправильно? Ну, интересная фишка. Он ответственность несет за свои поколения, условно. Ну, то есть есть 2 подхода, да, которые каждый имеет право. Первое, это дети не отвечают за грехи отцов. Да, вот я тоже вот даже, да. Но есть второй подход, кровь не вода. Может быть, кровь, эта теория тоже. Кровь не вода, да. Мы уходим от темы расстрела, как вот мы сейчас в предыдущем вопросе, но, по крайней мере, ты несешь ответственность за будущие свои поколения. Что давайте мы же рассуждаем в разрезе государства, страны, представляете, там же, грубо говоря, в Астане там наше большое руководство сидит, да, они же тоже так же штурмуют, а как подойти? И везде тонкие грани. Ну, кстати, во многих странах где-то очень сильно тоже играет роль, что условно, да, там 2-е, там 3-е поколение, твои дети, да, там, и твои внуки не могут идти на госслужбу. И при том, что на госслужбе достойные большие зарплаты. Где бы ты ни работал, милиция – это госслужба, акимат – это госслужба, ЦОНы – это госслужба. Неважно, что ты государственный чиновник, если ты получаешь деньги от государства, то, условно, там, давайте представим, порассуждаем. Там, я учитель. Все, ко мне пришли, там, позанимайтесь со мной, ребенком, чуть-чуть побольше. И там дают мне деньги. Я беру, там, ловят. Значит, получается, что 3 поколения или 2 поколения не могут работать учителями. Или не могут работать в госпредприятиях, да? Пугает. Потому что ты же уже думаешь, а завтра что там? Как смотреть в глаза своим детям-то? Я просто, видите, мы с вами мозговой штурм проводим. Вот мы бы сейчас сидели с вами, писали определенные, там какие-то законы были, еще что-то, да, там, здесь бы целое было, и сейчас как идет же там налоговый кодекс новый обсуждается, там, знаете, везде же есть там и вот такие мнения, и такие мнения, и такие мнения, поэтому здесь очень сложно, кто принимает решения, вообще всегда сложно. Поэтому, механизмы есть же, мы видите, сколько даже сейчас механизмов создали, жизнь человека, самое ценное у человека это время и жизнь его, да, поэтому я думаю, вот это вот уже, я даже сейчас вот это проговариваю, там своим детям, там, они скажут, ты что, Но если это не клановая борьба, опять же, которую мы часто видим в Китае, не инструмент, влияния. Да, я понял. Хорошо. Так, подытоживая наш сегодняшний подкаст, что бы вы посоветовали жителям Темиртау, которые хотят начать с себя в борьбе с коррупцией? Или, в принципе, хотят начать борьбу с коррупцией? Да, вообще такой сложный вопрос. Как бы я им посоветовал? Самый главный совет – сами не будьте инструментом этого всего. Как я вначале сказал, не давайте и не берите. И все. Даже если до каждого это дойдет человека, то это уже будет большая помощь. И знаете, там сейчас же очень популярно же, каждый, вот, например, там, я волонтер антикора. Разные люди такие встречаются, знаете, и каждый властью по-своему пользуется. У каждого власть там. Вот у меня пиджак там сбоку висит, там, с кучей значков, там, все, я депутат, я депутат, или там в машине я депутат. Да нет, если положено пристегиваться, положено там, если ты нарушил, ты платишь штраф, однозначно. И поэтому здесь условно там я бы посоветовал начать с себя. Каждый человек же формирует самого себя, создает, поэтому здесь я бы хотел, все же разные цели преследуют. Все преследуют воспользоваться вот этой общественной должностью. Представляете, как звучит? Тоже крутая фишка придумана. Я волонтер антикора. Звучит круто. Очень круто звучит. Но я верю, что каждый максимально выполняет функцию этого волонтера, а не служит, например, там, запугивателем кого-то. И каждый полчаса везде, куда бы там к чиновникам приходит или там депутатам, я вот такой там. И опять же начинает превышать свои полномочия. Будем так говорить, волонтера антикора. Поэтому мы с вами в процессе нашей беседы говорили о фишках, и на самом деле мы очень много с вами назвали фишек, которые сегодня работают. Да.
Работа проделана огромная. И мы сегодня, вот, когда записываем эфир, мы уже видим, что антикор проходит слияние с Комитетом национальной безопасности. Поэтому я считаю, что глава государства уже принимает глобальный шаг. Глобальный шаг, что опять же мы уходим, то, что у нас с бытовой коррупцией уже намного спокойнее стало, чем с глобальной. Да, Поэтому появились другие приоритеты. появились Без другие приоритеты. И поэтому те фишки, те задачи, которые вот вчера вот эксперта одного слушал, он тоже говорит, там, вот, я тоже сложусь во мнении, что те задачи, которые стояли перед службой, они уже сегодня, видимо, выполнены, и нужно идти дальше. То есть ваш посыл для борьбы с коррупцией просто достаточно самому быть примером для себя и для других. Не бери и не Да. давай. Да. Хорошо, спасибо. На этой приятной ноте мы с вами заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Спасибо за то, что поделились мнением, своим экспертным мнением и, самое главное, своими рекомендациями и своим видением, самое главное. И я надеюсь, что наши зрители что-то для себя возьмут и что-то в идеале начнут еще и использовать. Всем спасибо, всем всего доброго. Да, до свидания.